درود به شما دوستان گرامی. برنامه گردی یک دسته است و من علویدین بوریف امروز درباره دسته استقلال چمپیون 10 کاراته تاجیکستان که این موسم رو ببرور جنبش کرد حرف میزنم. در استودیو با من سرمربی این دسته ویتالی گریگوریچ لیوچنکو حضور دارند و خوش آمدید به برنامه گردی یک دسته. ما خیلی خرسند هستیم که شما به اینجا اومدید. اما دوستان گرامی، طبعا شما میدونید بسیاری مخلصان و همچنین کارشناسان بر اون عقیده‌اند که دسته استقلال این سال هم به آسانی چمپیون شد. آیا چنین است؟ Добрый день. Очень приятно, что вы пригласили меня в студию. Очень приятно с вами общаться. Хочу еще раз поблагодарить всех болельщиков и любителей футбола в Таджикистане с окончанием сезона. Ну, то, что касается сезона, со стороны может показаться, что Истекол он дался очень легко. И Истекол выиграл 10-е чемпионство свое очень легко. Но зная внутреннюю кухню, это не так, потому что сезон был очень насыщен. Была Лига чемпионов, были игры за сборную, был внутренний чемпионат, был кубок. Очень было много игр, и на ребят выпала очень большая нагрузка. Тем более после Лиги чемпионов, если анализировать турнир, то Истекол начал чемпионат ни шатка, ни валка. Он был в конце турнирной таблицы, и казалось, что те команды, которые были вверху, они чувствовали себя очень комфортно. Но преодолев все эти трудности, Истекол наверстал упущенное и занял то место, которое ему положено по статусу и по тем задачам, которые перед ним стоят. دوستان گرامی، ویتالی لیوچنکو زاده تاجیکستان است و پوشیدن است که این متخصص توانست که در حیات دسته استقلال بازیگران نو جمع آورد. حالا ما امکان داریم که با ویتالی از نزدیک شناس شویم. ویتالی گریگوریچ لیوچنکو سرمربی استقلال 27 مارس 1972 در تاجیکستان به دنیا آمده است. شهروند تاجیکستان و اوکراین می باشد. در دسته‌های خوجند، دینامو، سسکا، کیف، تاوریا، اورال و دیگر کلوب‌ها بازی کرده است. به حیث مربی یک قطار دسته‌های جوانان، اینچنین کلوب‌های فوتبال رو از قبیل دسنا، کریلا سویتوف، خوجند، برقچی، منتخب جوان تاجیکستان و استقلال مشغول است. از این رو وقتی که ما صحبت تاجیکی میکنیم، ویتالی لیوچنکو حتما زبان تاجیکی رو میدونن، اما ما گاهی هم باشد امکان میدیم که به زبان روسی حرف بزنن، چون که زبان تاجیکی بسیار دشواری‌های زیادی هم دارد. این سال چون میبینیم در موسم برای شما چه دشواری بود در مقابل کدام دسته بازی کردن؟ У нас очень интересные игры были, как всегда, с нашим прямым конкурентом, это Худжан. Интересные игры были с ЦСКА. То же самое мы одну игру проиграли в чемпионате, это из Таравшану. И, естественно, Атлон, который всегда ставит перед собой амбициозные задачи. Ну и не могу не упомянуть Равшан Куляб, который против Истекола всегда играет с тройным настроем. Они выходят на эту игру как на последний бой, и то же самое нам было трудно с ними играть. ما داریم اون جدولی که چگونه استقلال صاحب جای اول شد. 27 واکوری، 21 غلبه، 5 مساوی، 1 باخت، 78 9 و 68 امتیاز است. در حقیقت وقتی که دوستان گرامی با این جدول نظر میکنیم، جدول دیگر هم داریم با ویتالی لیوچنکو، همین چیز هم هست. خوب اینجا طرز میبینیم دوستان گرامی، در حقیقت ویتالی لیوچنکو طور گفتند همگی یک باخت است. این هم از دسته استرافشان است، اما استرافشان طور دیدیم در آخرین لحظه نتوانست که زینه سوم رو به دست آورد. یعنی این دستاوردی که حالا فوتبالبازان دسته استقلال به دست آوردن همیشه در صف پیش بودن، ما این رو خوب میدونیم. اما من میخواستم بفهمم که شرطنامه حالا موسم به انجام رسید، موسم سال 2021، شرطنامه فوتبالبازان چگونه است و شرطنامه شما چگونه است؟ Вы правильно заметили, что у многих наших футболистов закончились контракты, в том числе и у меня закончился контракт. Сейчас идет такой процесс обсуждения дальнейшего сотрудничества. Я надеюсь, что те футболисты, которые нам нужны, которые помогали нам в этом сезоне и в Лиге чемпионов, и в чемпионате, мы с ними договоримся. И, естественно, мы будем вести селекционную работу и в внутреннем чемпионате. Нам нужны и квалифицированные таджикские футболисты, потому что в мае у нас стартует Лига чемпионов, и нам надо подойти к этому турниру готовыми, чтобы достойно представить наш клуб и нашу страну на международной арене. خب آیا شرطنامه‌هایی که استقلال می‌بندد با فوتبالبازان این یک سال است با مربیان هم؟
Ну, это все зависит, еще раз говорю, от футболистов. Вот. Если футболист подходит к клубу, вписывается в философию клуба, отдается полностью на футбольном поле, то, естественно, клуб подписывает с ним на более продолжительный срок. Вот. Потому что с иностранцами подписывать на более продолжительный срок — это, ну, как бы 50 на 50 ситуация, угадаешь, не угадаешь. А если ты с футболистом не угадал и подписал на большой срок контракт, то, естественно, этому футболисту надо платить, и клуб на себя берет финансовые обязательства. Поэтому с этой стороны, естественно, клуб подписывает на 1 год контракты. То, что касается наших футболистов, которые с гражданством Таджикистана, да, то, естественно, с ними подписываются на более длительный срок, особенно с молодыми футболистами, потому что им надо расти, раскрываться, вот, и, естественно, они, задача у них, да, здесь показать себя с лучшей стороны вестибюля и уехать в зарубежный клуб, уже обеспечивать себе другое будущее. Поэтому с местными футболистами мы подписываем на более длительный срок контракта. дар ҳадди даста истиқлол ситораҳои асосии футболи тоҷикистон бозӣ мекунанд ки яке аз онҳо Алишер Ҷалилов ҳаст, капитани дастаи ҳам мунтахаби тоҷикистон ва ҳам капитани Истиқлоли Душанбе. мо инҷо оморро дорем. Алишер Ҷалилов ин сол дар ҳама бозиҳо ширкат варзидааст, 8 маротиба ӯро иваз карданд, 2287 дақиқа дар майдон аст, ба дарвозаи ҳаифон 12 тӯб задааст, 2 корти зард дорад, 5 маротиба бозигари беҳтарин. имрӯз Алишер худро чӣ гуна ҳис мекунад дар ҳайати Истиқлол? Ну, естественно, весь сезон пройти без каких-то спадов невозможно. Поэтому Алишера, как у всех футболистов, был подъем, был спад. Это естественный процесс. То есть в Лиге чемпионов выплеснули все эмоции, показали свое мастерство. И потом на внутренний чемпионат было очень тяжело перестраиваться, потому что эмоционально футболисты были выжаты. Они отдали все эмоции свои в Лиге чемпионов. Поэтому после лиги, когда мы приехали во внутренний чемпионат, естественно, у всей команды был спад. Но Алишер Джалилов по своей сути является лидером команды, капитаном команды. Он должен вести эту команду вперед. Вот, и перед ним двойная или тройная ответственность, потому что он отвечает не только за себя, но еще и за ту обстановку, которая внутри коллектива. Поэтому на него тоже выпала большая нагрузка. Но естественно, что в тех играх, в которых он не участвовал, нам его было не хватало нам его, вот, и где-то, может, в каких-то играх чемпионатов не сказывалось это на результате, но вот в финале это сказалось на результате. Поэтому лидеры всегда должны быть в строю и вести за собой партнеров и добиваться самых максимальных результатов. шумо шуд ҳастед ки голзани тоҷикистон аз дастаи шумо аст Манучер Ҷалилов? Естественно, мы довольны, то, что с нашей командой, с нашего клуба стал игрок лучшим бомбардиром чемпионата. Вот. Ну, как говорят, нет предела совершенствования. Вот у него еще было очень много моментов, если бы он те моменты реализовал, которые он создавал, и команда создавала для него, то я думаю, что у него было бы больше мячей, чем есть на сегодняшний день. Поэтому ему надо еще совершенствовать свое мастерство, чтобы достигать более высоких результатов в бомбардирской гонке чемпионата Таджикистана. اینجا بیاید دوستان گرامی خیلی کم بازی کرده است، 19 بازی 7 مرتبه ایواز کردن. منوچهر جلیلوف 19 بازی گذرانیده است، 7 مرتبه او رو ایواز کردن، 1618 دقیقه در میدان با دروازه حریفان 18 توپ زده است که از همه بهترین است. 7 کارت زرد دارد، 2 مرتبه بازیگر بهترین، 4 گل در یک بازی با دوشنبه، 2 پنالتی از جمع گل ها. یعنی این منوچهر جلیلوف است. امکانات بیشتری در میدان بازی کردن داشت، اما امروز ویتالий Григорьевич 19 مرتبه او رو به بازی آوردن. Ну, естественно, я еще раз говорю, что у каждого футболиста есть спады, есть его пик формы, да, есть травмы, которые мешают футболистам выходить и играть в полную силу. Поэтому травмы не обошли стороной Манучера, он из-за травм пропускал игры. Вот. Плюс вы знаете, что в чемпионате есть карточки, да, желтые карточки, красные карточки, это тоже все влияет, и футболисты пропускают игры. Поэтому, исходя из этого, травмы, карточки, вот он сыграл 19 игр, а не полностью весь чемпионат. Ну и за эти игры, то, что он сыграл, видите, он смог стать лучшим бомбардиром чемпионата. تشکر زیاد. دوستان گرامی در حقیقت دسته استقلال از همه بهترین محافظتگر الکسی لارین است که این هم زمینی چون گفتیم که شهروندی تاجیکستان رو هم اوکراین رو
қаҳрамони мо имрӯз Левченко доранд ва инҷо чанд бозигаре ки ӯ овардааст ба дастаи Истиқлол хеле хуб бозӣ карданд ва аз ҷумла Алексей Ларин беҳтарин муҳофизатгари дастаи Истиқлол ҳаст ва чемпионати Тоҷикистон. Ҳоло шумо инҷо мебинед дар бораи ин бозингар 26 бозӣ як маротиба иваз шудааст, як гол ба дарвозаи ҳарифон задааст, як худгол ҳам дорад, як корти зард ва як маротиба бозигари беҳтарин. Чӣ мегӯед шумо дар бораи легионерҳое ки дар Истиқлол буданд? Ну, Леша Ларин являлся одним из ключевых футболистов, как и Андрей Мищенко. Вот, то есть они два футболиста, которые подошли Истиқлолу как в игровом плане, так и в человеческих отношениях и отношениях к своему делу. Поэтому они сыграли как бы больше всех игр. Но то, что касается Ларина, это квалифицированный футболист, он уже не один год играет в клубе, как вы знаете. Да? Вот вы спрашивали, на сколько лет подписывают контракты. Вот с Лешей был подписан там сначала, по-моему, на 2 года, потом он продлевал еще. Вот. То есть он уже в общей сложности где-то 3 или 4 года играет в Таджикистане. Вот. Я его все время как называю: ты уже не украинец, ты уже таджик. Потому что ты уже столько лет здесь играешь, и ты уже знаешь менталитет ребят, менталитет внутри коллектива, как бы ты уже ничем не отличаешься от местных футболистов. Поэтому мы бы хотели, чтобы он и продолжил и дальше выступать за Истиқлол. Ну, я говорю, сейчас все находится в процессе переговоров, но я думаю, что мы договоримся, он в следующем сезоне будет у нас играть. баъзе маълумотҳо ҳастанд ки Ларин мехоҳад шаҳрвандии Тоҷикистонро қабул кунад ва дар дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозӣ кунад. Ин ягон замина дорад? Ну, опять же, это, наверное, не все от него зависит. Насколько я знаю, что футболист должен сначала 5 лет отыграть во внутреннем чемпионате, находиться здесь, да, и потом имеет право выступать за сборную той страны, в которой он играет. Да. Поэтому, если такая возможность будет и такое предложение со стороны Федерации футбола поступит к нему, то я думаю, что он будет рассматривать этот вариант, потому что он не заигран ни за одну сборную, вот, и у него есть прекрасная возможность ну, я не хочу сказать конец своей карьеры, да, но сыграть за национальную сборную Таджикистана и принести ей максимальную пользу. спасибо. Дӯстони гиромӣ, дар ҳақиқат мо инҷо вақте ки таваҷҷӯҳ мекунем ба хати ҳимояи дастаи Истиқлол, Андрей Мищенко ҳам агар набудани ин бозингар дар ҳама бозиҳо ҳатто бо Персиполис ҳам эҳсос кардид ва ин бозигар ҳам мо маълумот дорем дар бораи Мищенко. Инҷо ҳоло ман хоҳиш мекунам ки ба мо ин лаҳзаҳо бале Андрей Мищенкоро нишон диҳанд. Инҷо ҳам бубинед ин маълумоте ки дар табло ҳаст ё ки дар намулавҳа ҳаст, аз онҷо шумо маълумот бардошта метавонед. Аммо ман мехостам чизи дигарро, чун дар бораи хати ҳимоя гуфтем, дар бораи боз як легионери дигар бипурсам. Ин Риёта Нома аст. Риёта Нома, аз ӯ шумо чиро интизор будед? Ну, Риёта Нома, то, что касается него, он оказался очень подвержен к травмам. Вот, и вот эта вот проблема его преследовала весь год, который он с нами находился. Поэтому у него это большая проблема, не знаю, с чем это связано. Мышечные травмы у него постоянно. То есть, если он отыграет полностью игру, то 2-3 игры он восстанавливается, у него что-то болит, что-то тянет. Доктора с ним занимаются, работают. Поэтому вот это основная проблема, которая у него есть. А по профессиональным качествам к нему никаких претензий нет. Как бы он относился профессионально к своему делу. Вы же даже могли заметить, что до Лиги чемпионов он отыграл в Суперкубок Таджикистана. Да, мы уехали в Саудовскую Аравию, тренировались, и он почувствовал боль. И практически всю Лигу чемпионов он пропустил, не играл, не помог нам в этом турнире. В чемпионате то же самое. Я же говорю, что одну игру отыграет и 2 игры восстанавливается. То есть с профессиональной точки зрения, ну, это проблема для клуба. Легионер должен приходить, играть, доказывать, что он лучше тех футболистов, которые есть местные, быть на голову сильнее и, естественно, приносить пользу клубу и решать те задачи, которые перед клубом стоят. дар ҳадди дастаи Истиқлол, дӯстони гиромӣ, дар охирин маврид боз як легионери дигар пайдо шуд, Петр Патев. ва дар ин бора мо ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки хеле кам бозӣ кард, аммо ман мехостам назари мураббиро бифаҳмам. чӣ гуфтанӣ ҳастед дар бораи Петр Патев, ки охирин ба инҷо омад? Ну, то, что касается Патева, мы его взяли буквально там на флажке. Оставалось несколько часов до закрытия заявки. Вот. Опять же, мы не рассматривали его как
основного футболиста, да, потому что у нас уже наигрывался состав, и очень тяжело было влиться в этот состав. Плюс он приехал не готовый к нам, вот, ему понадобилось время, чтобы набрать форму. Ну, опять же, если брать ситуацию, в которой мы оказались с ним, да, у нас приехал украинский футболист Кучеренко, да, прошел с нами сборы, зарекомендовал себя с положительной стороны, но вмешались семейные обстоятельства у него, и он буквально там за несколько часов решил, что ему лучше быть с семьей, собрал вещи и уехал, да, и мы оказались в цейтноте. Поэтому Патева мы брали вслепую. Ну, еще раз говорю, ты берешь легионера, здесь ситуация 50/50. Угадаешь, не угадаешь, подойдет он к клубу. Здесь же еще надо понимать, в какую ты страну попадаешь, менталитет, культуру. Поэтому вот с этим отношением у него были проблемы, да, и психологические проблемы, и он не смог раскрыться у нас на 100%. Поэтому я думаю, что с ним мы попрощаемся, вот, поблагодарим за работу и отпустим, пусть ищет себе дальше. ташаккур. Шумо дар мавсими соли 2022 ки меояд кадом легионерҳоро дар даста дида мехоҳед? Естественно, то, что я вот сказал по Леше Ларину, мы хотели бы его видеть, по Андрею Мищенко, да, тоже мы бы его хотели видеть. Но и сейчас ведем как бы селекционную работу, ведем поиск футболистов, которые будут соответствовать Лиге чемпионов Азии и тем задачам, которые мы будем решать в этом турнире. Поэтому нам нужны очень сильные легионеры, которые не будут там сидеть и создавать конкуренцию, а которые будут лидерами выходить и тащить за собой команду и решать те задачи, которые будут стоять перед Истекловым. ташаккур дӯстони гирои мо дар бораи боз як бозингари беҳтарини ҳам кишварамон ҳам дастаи мунтахаби тоҷикистон ва ҳам истиқлол нагуфтем Зоир Ҷӯрабоев имсол дар қатори ҳам Ларин ва ҳам Мишенко хеле хуб бозӣ кард. ҳоло инҷо дар бораи Ҷӯрабоев ҳам суханҳои зиёде ҳаст, аммо ман аз Виталий Григорьевич намепурсам дар бораи Зоир Ҷӯрабоев ва мегузарем ба қисмати дигаре ин вуқӯрӣ ки ҳоло мо дорем. Аз даста Ваҳдат Ҳанонов ва Манучер Сафаров рафтанд ба Персиполис, ҳарифи мо. ҷои онҳоро ки пур мекунад? Ну, мы рады, что наши футболисты перешли в такой именитый иранский клуб. Вот, это, с одной стороны, для нас большая потеря, потому что они молодые футболисты, и мы на них очень сильно рассчитывали. Вот, плюс они имеют практику международных игр, что очень как бы играет большую роль в команде. Поэтому для нас это большая потеря. Для футболистов, естественно, это плюс, это новый вызов. Вот, они хотят попробовать свои силы в новом чемпионате, более как бы сильном и более титулованном. Да. Поэтому, исходя из этого, взвесив все за и против, вот, клуб пошел на уступки и на понимание ситуации и отпустил этих футболистов для дальнейшего их развития, для пользы национальной сборной, да, чтобы они приносили больше пользы, имели больше опыта международных игр. А вот то, что касается Заира Джурабаева, то он провел стабильный сезон, он как в внутреннем чемпионате, так и в международных играх. Вот, он постепенно прибавляет, поэтому я думаю, если он в таком ключе продолжит работать, то это следующий кандидат на отъездку в зарубежный клуб. Истиқлол розӣ аст? Ну, естественно, для нас как бы не хотелось, чтобы наши лучшие футболисты покидали клуб, потому что, еще раз говорю, что как бы не складывалась ситуация, перед Истекловым всегда стоят самые высокие задачи. Поэтому нам бы хотелось, чтобы лучшие футболисты, да, молодые футболисты оставались в клубе, развивались и приносили пользу для клуба. Но опять же есть обстоятельства, есть финансовые возможности. Да. Те клубы, которые их приглашают, предлагают им более заманчивые финансовые условия. Вот, и исходя из этой ситуации, клуб идет навстречу футболистам. Естественно, что незаменимых людей нет. Да. То есть, как и футболистов нет незаменимых, так и тренеров нет незаменимых. Это жизнь, поэтому мы относимся с пониманием к этому. Нам будет очень тяжело. Виталий Григорьевич, вақте ки шумо Шервони Мабадшоев ва ҳамчунин Далер Имомназаровро ба даст овардед, ман гумон кардам ки онҳо ба ҳайати ин даста шояд ҳамроҳ шуда натавонанд. Аммо ҳар ду хеле хуб бозӣ карданд. Дар бораи Шервони Мабадшоев чӣ гуфта мумкин?
Червони мы взяли в перерыве, как бы между кругами, да, взяли его с ЦСКА, с этого клуба. Ну, я еще знаком с ним по работе в Баркчи, он у меня был в Баркчи, поэтому его возможности как бы я знаю и знаком с ним. Вот. Ну, опять же, это новые футболисты, они не имеют такого большого опыта международных игр. Им надо очень много работать над собой, вот, чтобы развиваться, чтобы прибавлять и, естественно, выходить на новый уровень, потому что в тех турнирах, в которых участвует Истекол, он встречается с лучшими клубами азиатского континента, да, и с ними надо конкурировать и быть на очень высоком уровне. Поэтому для них как бы все горизонты открыты, все возможности открыты, все зависит от них, как они будут относиться к своему делу, как они будут прибавлять. Вот. Если они будут прибавлять, то они выйдут на новый уровень и станут совсем другими футболистами. Долера мы взяли с Душанбе 83, вот. Опять же, как бы с тем оттоком футболистам, которые у нас как бы уходят, да. Опять же, у нас ушел Мухаммаджон Рахимов, да, он ушел в хороший казахский клуб, поэтому мы тоже с пониманием отнеслись и отпустили его. Вот, взяли на его позицию молодого парня. Ну, дай бог, чтобы он прогрессировал, только прогрессировал. Вот. Если он будет прогрессировать, то, думаю, и может и в сборную попасть. Да, тренеры сборной тоже смотрят, и для него эта дорога тоже может быть открыта. آیا در استقلال مسئله دروازه‌بان بعد از مثلا لات برداشتن رستم یتیموف پیدا نشد؟ شما مهردی رو خیلی زیاد استفاده بردید، حتی از همه بیشتر 11 بازی کرد، بله 13 بازی کرد مهردین حسنوف، اما باز به دسته شما بازیگر دیگر قرقیزبویف رو گرفتید. چرا این طور شد؟ Ну, смотрите, ситуация, то есть в нашем клубе с вратарской позиции сложилась уникальная. У нас 3 вратаря, это все кандидаты в национальную сборную, они играют в национальной сборной. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали — это травматизм. Рустам Етимов получил очень сложную травму, вот, и уже полгода восстанавливается, лечится. Дай бог, чтобы с нового сезона он приступил к работе в общей группе, и мы посмотрим на его состояние. То, что касается Мухридина и Киргизбоева, да, как бы мы давали возможность 2 вратарям, чтобы они имели игровую практику. Вот. Это, с одной стороны, и для сборной хорошо, что есть 3 вратаря, на которых можно делать ставку и которые будут приносить пользу национальной сборной, потому что задачи у национальной сборной тоже высокие. Сейчас будет вот отбор чемпионата Азии, поэтому с этой стороны мы рассматривали вопросы и давали 2 вратарям практику. Ну, футбол — это конкуренция, кто будет из них лучше, кто будет увереннее из них, тот и будет играть. А еще раз говорю, турниров много, это и сборная, это и Лига чемпионов, это и внутренние соревнования, поэтому я думаю, что практика будет у всех, и у каждого будет шанс доказать, что он лучше и номер 1, как в клубе, так и в сборной. شما درباره فوتبال‌بازان جوان خیلی زیاد گفتید، چون که در حد دسته استقلال در حقیقت بهترین بازیگران جوان تاجیکستان جمع آمدند و در حد دسته‌های گوناگونی منتخب تاجیکستان بازی میکنند. رستم سویروف و دیگر جوانانی که در حیاط شما هستند، خوب بسیار هم بازی خوب نشون میدهند. خوب گفتم ممکن است که آنها جای خود را پیدا کردند یا که بازیگرانی هستند که فقط برای ایواز به میدان میآیند. Ну, Рустам Саиров перспективный футболист, молодой футболист. Вот. Естественно, он ворвался в этот сезон, показал себя с лучшей стороны в Лиге чемпионов. Вот. И во внутреннем чемпионате недалеко отстал от лучшего бомбардира, да, нашего. Поэтому у него есть огромные перспективы, но есть одна проблема. Если он остановится вот на том уровне, на котором он есть, то очень тяжело ему дальше будет прогрессировать. То есть у него еще как бы мышление такое юношеское, детское, да, он еще не понимает, что ему надо очень много и усердно работать, чтобы попасть в очень хороший клуб. То есть у него были предложения, как бы, ну, насколько мы знаем, вот, насколько мы читаем прессу, да, то есть им интересовались какие-то клубы, но опять же футболист должен быть готов, и футболист должен созреть для этого клуба, потому что он молодой парень, да, он может перейти в этот клуб, но то, что он заиграет в этом клубе, очень большие проблемы, потому что очень большая конкуренция
тех клубах, которые им интересовались. Вот. И ему надо очень много работать над собой, чтобы быть конкурентоспособным и играть в основном составе. салам ашуромадов зоиров ҳам хеле зиёд бозӣ кард, аммо салам ашуромадов камтар. Ну, опять же, вы вот называете всех молодых футболистов. Вот. С одной стороны, вот когда общаешься с молодыми футболистами, у них есть задачи, ну, есть цели какие-то, да, они хотят играть в лучших клубах, там, хотят поехать в Европу. Но если ты не доказываешь во внутреннем чемпионате, да, если ты не доказываешь свою состоятельность, что ты готов здесь конкурировать за место в составе, то очень тяжело куда-то уехать и, ну, играть. То есть невозможно так, что ты не играешь в своем внутреннем чемпионате, а поехать куда-то в Европу или поехать там, в азиатский лучший клуб, и ты там раскроешься, будешь играть. То есть здесь все взаимосвязано. Сначала надо в своем клубе доказать состоятельность и конкурентоспособность, да, что ты достоин играть, что ты лучший, вот, а потом уже ехать и рассматривать какие-то предложения. Поэтому с этой стороны я всегда говорю молодым футболистам, вы сначала должны доказать здесь, вы сначала должны заиграть здесь, быть готовыми к тем вызовам, которые будут перед вами стоять впереди, и уже постепенно, степ-бай-степ, как говорят американцы, да, доказал здесь, идешь на ступень выше и доказываешь там. خب دوستان گرامی تشکر میگویم با ویتالی گریگوریچ و میگذاریم با لیگ چمپیون‌ها که امسال دسته ایستگاه دوشنبه همه رو در حیرت مون حتی در آسیای اروپا رو نیست. خب اینجا یک اسنادی هم داریم با ویتالی لوچنکو در لیگ چمپیون‌های آسیا. این بازی 7 تا 3 غلبه 1 مساوی 3 باخت نتیجه توپا 10-9 و 10 امتیاز گرفتیم و در گروه A یکی از گروه‌هایی که در اونجا الهلال بازی میکرد و شباب الاهلی دوبای بازی میکرد و اگمکی ازبکستان ما توانستیم در حقیقت بازی نشون دهیم که مثل ستاره بود، مثل افسانه بود، مثل اون بود که فوتبال تاجیکستان رو خیلی خوب اونجا نشون دادن. شما خودتون از همین بازی‌ها امیدوار بودید که جای اول رو استقلال میگیرد؟ Ну, естественно, никто не ждал, никто даже не надеялся. Просто я думаю, что все болельщики то же самое ехали и думали, чтобы Истеклол крупно не проиграл. Поэтому это неожиданность. Вот. Но опять же, для нас не было неожиданности. Мы готовились к этому турниру очень серьезно. Мы провели очень большой объем работы. Вот. Поэтому футболисты были готовы к этому турниру. Плюс психологически они были готовы, что нам придется очень сложно, нам придется терпеть и, естественно, использовать те сильные качества, которые у нас есть. Вот. Ну, видите, этот сезон был такой пробный, да, нас никто всерьез не воспринимал. Вот. Мы были темной лошадкой для всех. А сейчас с этого сезона, я думаю, что к нам будет по-другому относиться, более серьезно относиться и настраиваться на наши игры будет более серьезно. Поэтому нам в этом сезоне будет вдвойне тяжелее, поэтому нам надо готовиться, очень серьезно готовиться. И, естественно, тот результат, который мы показали, все наши болельщики уже, можно сказать, привыкли к этому результату, да, и будут требовать от нас максимального результата. Поэтому нам будет вдвойне сложнее, вдвойне тяжелее в этом году в Лиге Чемпионов. تشکر. اینک برمیگردیم با جام تاجیکستان در خوجند و استقلال با حساب 2-0 مغلوب شد. شما имсол جام رو گرفته نتوانستید. Если говорить по кубку, да, то мы столкнулись с кадровыми проблемами, с большими кадровыми проблемами. Если брать, вы посмотрите, то пятерка защитников, которые играла и в Лиге Чемпионов, и в чемпионате, это Мухаммаджон Рахимов, это Мищенко, это Ларин, это Багдад Хананов, это Сафаров, да, они все отсутствовали. Плюс отсутствовал у нас Алишер Джалилов, лидер, да, команды. Поэтому мы столкнулись с кадровыми проблемами, вот, но опять же, как бы, есть те обстоятельства и те ситуации, в которые клуб попадает, и из них надо выходить. То есть то, что касается самой игры, да, обстановка была классная, народ был, да, как бы поддержка была у Хаджента, вот, но то, что касается поля, на этом поле невозможно играть хороший футбол. Техничный футбол, быстрый футбол, интенсивный футбол. Я думаю, что эти моменты, они то же самое влияют. Да, я согласен, что надо проводить там кубок, финал в Хадженте, да, но вы подготовьте, образно говоря, поле.
соответствующего класса, чтобы мяч катился, а не прыгал. Чтобы футболист думал, как отдать передачу, а не как обработать эту передачу. То есть все эти моменты, они, конечно, влияют на обе команды. Я не скажу, что на Истекол сильно повлияли. На обе команды повлияли, качество футбола от этого страдает. Поэтому если мы хотим где-то проводить финал Кубка, да, то, естественно, должно быть идеальное поле, чтобы на нем можно было показывать футбол хорошего качества. Поэтому эти моменты, они все влияют. Ну, это вторая причина, да. Ну, и то, что те ребята, которые вышли, если вы посмотрите, да, Искандар Джалилов, он год в футбол не играл. Ахтам Назаров 2 месяца не играл, да. То есть из наших защитников Мамбатшоев играл нападающего, да, играл правого защитника. То есть кадровые проблемы, которые у нас есть. Опять же, мы не жалуемся, мы не говорим, что у нас там проблемы. Да, Ходжант выиграл, мы поздравили Ходжант с победой. Но те проблемы, которые у них есть, они объективно нам не позволили завоевать кубок. ташаккур шумо Истиқлорро дар мавсими нав соли 2022 чӣ гуна дида мехоҳед? Ну, это все будет, опять же, зависеть от селекции, от кадрового потенциала. Вот, кого мы сможем зимой пригласить, опять же, из местных футболистов усилиться, да, и легионеров качественных. Если мы сработаем качественно, то, естественно, мы будем надеяться, что сезон будет для нас удачным, и мы опять будем ставить максимальные цели как в Лиге чемпионов, так и в внутреннем чемпионате, так и в Кубке. Поэтому перед Истеколом всегда стоят максимальные задачи. И, естественно, мы будем к ним стремиться, и, естественно, мы будем добиваться максимального результата, который возможен в этих турнирах. саломат бошед Виталий Григорьевич, ман хеле шодам ки шумо ба барномаи мо омадед ва мо боварӣ ҳам дорем, мо мухлисони футболи Тоҷикистон боварӣ дорем ки Истиқлол таҳти роҳбарии шумо имсол дар Лиги чемпионҳои Осиё боз ҳам хубтар баромад мекунад ва табъи моро болида мегардонад. Аз ин роҳ барномаи гирди як даста ҳам дӯстони гиромӣ дар ҳамин ҷо ба поён мерасад ва аз номи ҳамаи шумо мо ба Виталий Григорьевич ташаккур мегӯем ки бо мо ҳаст, дар Тоҷикистон ҳаст, барои футболи Тоҷикистон кӯмак менамояд. Хуб, то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед. Агар гуфтание дошта бошед дар охир, марҳамат. Опять же, я хочу поздравить всех болельщиков. Вот, следующий сезон будет очень насыщенным, потому что 3 клуба будут представлять, 1 клуб Лигу чемпионов, 2 клуба будут представлять Кубки АФК, поэтому у болельщиков очень будет такой насыщенный чемпионат. Я хочу, чтобы как можно больше болельщиков приходило на стадион, поддерживало свои команды. Вот. Критика, естественно, двигатель и прогресс футбола, но критика должна быть положительной, вот, потому что очень много болельщиков там критикуют свои клубы. Да, если клуб выиграл, то все хвалят этот клуб, если клуб проиграл, все ругают этот клуб. Вот, поэтому критикуйте, но критикуйте толерантно, да, как говорят. Поэтому хочу болельщикам пожелать в следующем сезоне побольше эмоций положительных, чтобы они радовали, болели за свои клубы, и клубы их не подводили, радовали их результатами и красивой игрой. Поэтому поздравляю всех болельщиков и желаем в новом сезоне. ташаккур ба шумо ки дар барномаи мо иштирок кардед ва ба саволҳои мо ҷавоб гуфтед. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи гирди як даста дар бораи дастаи Истиқлоли Тоҷикистон ки имсол маротибаи 10-ум унвони чемпиониро ба даст овард ба анҷом мерасонем. боқӣ сиҳатманду пирӯз бошед ва худро эҳтиёт кунед. хайр.